Первым в повестке дня очередного заседания Сухумского городского собрания был вопрос о рассмотрении письма главы администрации столицы Тимура Агрба, в котором говорится о возможности переноса праздничных мероприятий ко Дню Сухума с 4 июля на 5. По словам председателя собрания Дмитрия Осия, это связано с тем, что 4 июля – трагическая дата в летописи Отечественной войны народа Абхазии. Действительно, у нас 4 июля совпадает с траурной датой в истории Республики Абхазия. Это высадка нашего десанта на гору Акбюк, которая, к сожалению, унесла немало жизней наших ребят. И проводить День города, как он у нас прописан в этом году, первая суббота июля, не представляется возможным. Инициативу администрации города о переносе даты празднования депутаты Горсобрания поддержали единогласно. При этом народные избранники отметили, что назрела необходимость зафиксировать дату Дня города, либо перенести ее на конец июля или сентябрь. Необходимо провести широкие общественные слушания при Сухумском городском собрании, позвать всех наших ветеранские организации, общественные организации и как-то все вместе обширно, чтобы каждый сухумчанин мог высказаться по этому вопросу, всех, чтобы мы услышали и примем решение о возможном переносе, может на 2-ю субботу июля, может на сентябрь месяц. Вторым вопросом депутаты рассмотрели инициативу администрации города об установлении в парке Славы памятника добровольцам Отечественной войны народа Абхазии. Это предложение депутаты также поддержали единогласно. Люди, пришедшие к нам в качестве добровольцев с Северного Кавказа, с других регионов России, с Приднестровья, несли огромный неоценимый вклад в победу абхазского народа в нашей Отечественной войне народа Абхазии. Кроме того, депутаты Сухумского горсобрания поддержали инициативу главы города об установлении на пересечении улицы генерала Аржба и набережной Махаджиров откатного антивандального шлагбаума. Главная цель данной инициативы – освободить от автомобилей один из самых востребованных участков набережной. Мы хотим эту часть сделать полностью пешеходной. Из-за чего? Из-за того, что именно в этой части огромное количество наших жителей гуляют с колясками, с детьми. И люди, когда разворачиваются, особенно на парковке, если все знаем, около Пингвина, и там создаются такие аварийные ситуации. Поэтому наше видение такое, что эту часть сделать полностью пешеходной, установить там шлагбаум и парковку вынести за территорию шлагбаума. Как нам сообщили до этого, такая практика была, но из-за того, что вот эти пункты начали хаотично распространяться, это все не работало. Сейчас перед установкой мы предварительно поговорили с жильцами и, как вы правильно подметили, с людьми, которые занимаются там различной торговлей, у кого есть там рестораны. Мы их очень убедительно попросили, чтобы тот пульт, который выдается на определенное место, чтобы оставался именно у хозяев. И не для того, чтобы они парковали там внутри своей машины собственные личные средства, а именно для того, чтобы там товар, когда надо привезти, или какие-то стройматериалы, вот они, чтобы использовали именно этот шлагбаум для этого. Далее депутаты рассмотрели коллективное заявление от жителей улицы Ласурия и переулка Безымянная. Как отметил депутат Энвер Чамагуа, жители обратились к мэру с просьбой перекрыть данный участок дороги в связи с высокой интенсивностью транспортного движения. Эта дорога очень долгое время была в плачевном состоянии. Мы своими силами ее ремонтировали. И последний ремонт, который произвели, был сделан тоже не капитально, а так, мягко говоря, не очень хорошо, не очень качественно. И в связи с этим покрытие у нас очень такое тонкое. И нам бы хотелось, чтобы ограничили чуть движение грузовых автомобилей, потому что помимо того, что они там пролетают и носятся, то есть сама дорога портится. Она не выдержит той нагрузки, которая на сегодняшний день там происходит. Депутат данного района столицы Андрей Начкеби отметил, что обсуждаемый участок дороги стал излюбленным местом для лихачей за рулем, несмотря на то, что там расположена большая детская площадка. Поток автомобилей идет и, получается, с улицы Чанба наверх в сторону улицы Ласурия посредством улицы Безымянной и, соответственно, в обратную сторону. Таким образом, было принято решение этот поток ограничить. То есть с улицы Безымянной можно спуститься на Чанба,
но в противоположную сторону, то есть Чамба на Безымянную нельзя, для того, чтобы не создавать затор. Она, улица сама по себе узкая, и чтобы проблем не возникало с встречным движением. Затем, и, конечно, искусственная неровность – это одна из таких распространенных превентивных мер для соблюдения скоростного режима. И, естественно, арка для ограничения большегрузного транспорта. Начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгадж рассказал, что данный участок дороги посетили соответствующие службы и начальник ГАИ столицы. После обсуждения был предложен ряд мер. И на самом деле этот участок очень интенсивный. И очень много машин там проезжает, и в основном все в сторону улицы Чанба. И учитывая, что ширина дороги маленькая, мы сегодня как администрация города готовы предоставить жителям улицы Безымянная, значит, эту арку с ограничением высоты. То есть арка будет регулируемая, регулировать будете вы сами, жители. То есть мы там вам поставим замок, вы можете ее открывать, мало ли там стройки будут. Значит, мы установим дорожные знаки со стороны улицы Чанба, что там одностороннее движение. Одностороннее куда? И в основном с улицы Ласурия быстро залетают на улицу Безымянная. И вот на этом перекрестке тоже там, учитывая все правила дорожного движения, мы вам установим ИБМ, то есть лежачий полицейский. Завершающим заседание Сухумского городского собрания стало решение о том, что вопросы, касающиеся приватизации имущества, изменения формы собственности объектов муниципального имущества, кадровые вопросы, а также согласование кандидатур и привлечение должностных лиц к ответственности теперь принимаются тайным голосованием. Анастасия Никонова, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.